Всем привет, меня зовут Максатбек, а это Кстати, Барсбек. Сегодня расскажу про новость, про то, что клуб Билим начал записывать мини-уроки по русскому языку, английскому языку, немецкому языку, математике и по другим разным курсам. Так что поехали? кстати, Поехали! Итак, сегодня мы начнем с русского языка. А, Для тех, которые только-только знакомятся, я постараюсь говорить только на русском языке, ну, попроще, простыми словами. Итак, зачем же люди хотят учить русский язык? Во-первых, для учебы. Кто-то хочет учиться в школе, в университете, в колледже, вот для таких целей. Также кто-то хочет по поводу работы, то есть устроиться на работу там, где больше платят, либо на другую должность, там, где больше возможностей. Также хотят ради себя и, возможно, конечно, другие причины, либо другие цели, что же мешает. Обычно все там говорят, то, что я работаю, у меня нет времени. Да, это правда. Мешает нехватка времени. Еще я часто слышал про то, что я понимаю по-русски, но не говорю. Да, это тоже мешает. И акцент. Акцент, кто-то приходит и говорит, и он немного как раз боится, у него страх, что у него акцент, и он неправильно говорит. Мне кажется, тут проблема не в акценте, а в том, что ты настроен иначе. То есть мы с этим тоже будем работать. И, конечно, другие причины могут быть. А что же нужно делать? Нужно, конечно, во-первых, конечно, учить слова, грамматику, но этого недостаточно. Нужно вот барьер преодолевать и дисциплина. Но самое важное как раз стараться понимать и чувствовать. То есть там а, загрузка памяти это у нас мы не решим. То есть нужно будет все-таки больше стараться именно чувствовать язык. Что я предлагаю? В обучении не только языка, но вообще во таких там предметах, то лучше начинать практиковать, и на практике уже ты начинаешь ошибаться. И ошибки это действительно лучшие помощники для человека. Можно свои ошибки анализировать и после этого развиваться над тем, чтобы вот здесь что же делать дальше, чтобы пойти к следующему шагу. Итак, поехали. Начнем с того, что вообще у каждого языка есть свой алфавит. Там английский, турецкий, кыргызский, узбекский. И тут у нас русский язык. В русском алфавите 33 буквы, например, в кыргызском алфавите 36 букв. Точно такие же буквы, только на кыргызском языке 3 буквы есть. Н. Их нет в русском языке. Вот чем отличается. Но стоит обратить внимание на желтенькие наши значки. Это у нас Е, Ж, К, Ц, Ш, Э. Тут лучше постараться, вот как раз мы будем читать, больше будем практиковаться, больше на аудировании, нужно будет повторять во время уроков, потому что я часто слышу, допустим, вот эту букву Ж, Ж, точнее звук, в этом выражении, например, жук. Часто слышу для тех, кто только начинает учить русский язык, джук, допустим, да, или там разные фразы, это мы с вами повторим. Гласные буквы. Зачем нам нужны гласные буквы? Для того, чтобы, во-первых, в данном уроке гласные буквы нужны, чтобы мы правильно ставили ударение. Пока мы просто прочитаем О, У, И, Я, Ю, Ё, И, Е. Зачем же нам нужно вообще? Такие смешные моменты бывают, допустим, два слова писать, либо второе писать. Вот. Вроде бы одинаково пишется, но читается по-разному. Наверное, вы уже поняли, в чем разница, где нужно правильно поставить, чтобы вот вас правильно поняли. На самом деле, это очень важно, правильно ставить ударение. Мука, мука. Одинаково пишется, но если вы иначе прочтете, то будет не совсем верно вас поймут. Замок, замок. Тоже верно. Итак, какие есть примеры?
Во-первых, скажем, ударение ставится только над гласными. Гласные мы с вами проходили. Это у нас вот эти гласные. 10. Если у нас одна гласная, то, конечно, здесь у нас будет только одно ударение. Это естественно. Так, читаем. Там, дам, вот, суп, суп, звук, класс, парк, брат, лифт. Это уже легче будет. Буквально, если вы не понимаете слова, можете внизу в комментариях написать, мы можем перевести, либо буквально человек может сам переводить. Это нормально. Так, что дальше? В два слога. Мама, папа, буква, сумка. На самом деле, как учить правильно ставить ударение, здесь нужно будет все-таки произнести каждое слово в разных вариантах. И вы сами уже, вот когда вы сами себя слышите, уже поймете, что для вас правильно, что вам нравится. Допустим, мама, вы, наверное, говорили, мама, это, наверное, вы говорили, когда были маленькими, то есть там мама, да? А лучше уже сейчас говорить мама, мне кажется, вернее. А папа, не скажете папа. Но это, по-моему, на французском языке можно говорить папа, допустим. Буква, сумка, шапка, школа, дружба, тройка, ручка, деньги, пропуск, паспорт. Эти слова часто применяются именно в повседневной жизни, в основном для взрослых. Следующий ряд слов это рука, давно, глаза, вагон, урок, мигрант, смартфон. Тоже нужно не сказать, что рука, поэтому надо уметь ставить ударение правильно. Рука. Дальше. Три слога. Наташа, машина, рубашка, палата, минута, бумага, работа, учебник, комната, карандаш, барабан, караван, ураган, ноутбук. Ноутбук здесь точнее будет. Радуга, улица, родина, молния, разница, умница. Это у нас ударение, тематика. Вам нужно будет дома что сделать? Записать на аудио, в аудиозаписях вот эти слова. Можете сами себя послушать, можете нам отправить, это тоже будет полезно, вам нужно будет чаще говорить. Что касается других выражений, сейчас мы берем. Если ты правильно говоришь, далеко пойдешь. Ну, тут у нас такой маленький армейский юмор, потому что если не будешь учиться, то тебя в армию заберут. Дальше, дукция гласного. Что это означает? Если на букву О падает ударение, то оно читается как О. Если не падает, читается как А. Эгерде О тамгаға ударение түшсе, анда О деп оқылады. Түшпесе А деп оқылады. Например, он, естественно, там бирлі тамға О, ошол үшін О деп оқылады. А екінші сөз она. Себебі ударение Аға түшеді. Потому что ударение падает на А, поэтому читается как она. Дальше. Дом, дома. Проходим дальше. Вот он, она было, дом, дома было, том, тома, кот, коты, стол, столы, пол, полы, гол, голы. Это слово надо, можно, плохо, вода, нога, гора, вопрос. Тут, наверное, не нужно объяснять, хотя пару слов объясню. Если, опять же, повторю, если на О падает ударение, то читаем как О. Если не падает ударение, то читаем как А. Следующее выражение. Окно. Тут мы видим две буквы О, но мы же прочтем, если поставим на первую букву, то будет как окна, потому что екінші тамға уже түшпей қалады ударение, сол үшін А деп оқылады. Окна это у нас уже будет совсем другое слово. Окно у нас как раз в единственном числе окно.
Дерезе. Собака, погода, дорога, корова, подруга, молоко, хорошо, голова, договор, колбаса, дорого, золото, холодно, грамота, молодость. Дальше. Ну, у нас в этом месяце уже в последнее время вот это слово часто встречалось. Пишется коронавирус, а читается как раз коронавирус, потому что корона на вторую О падает ударение, поэтому читается как О, остальное как А. Коронавирус. Хозяин, король, королева, звонок, звонить. Напоминаю, что в квадратных скобках мы написали про то, как читается. Ошол скобканын ичинде жазып койдук, кантип окулат. А сол жакта кантип туура жазат. Ошону внимательно карагыла. Теперь попробуем читать маленькие предложения. Напоминаю, опять же, буква О под ударением читается как О, без ударения как А. Это стол, а это столы. Это он, а это она. Это кот, а это собака. Это масло, а это молоко. Это голова, а это нога. Это хорошо, а это плохо. Это Москва, это комната, а это окно. Это пол, а это потолок. Это Ош, это Волгоград. Но вот эти советую за мной повторять, потому что это очень важно. Итак, что нужно дома сделать? Повторить пройденную тему, то есть то, что было ранее сейчас, прочитать вслух слова под ударением и без ударения. И если вы хотите, чтобы мы проверили ваше домашнее задание, то можете прислать к нам WhatsApp номер, это 8977-878-2038. Туда можете записать аудио. Это было бы, можете видео, это вот желательно. Вам же будет как раз дадим фидбэк. Фидбэк это то, что вам такой ответ, отзыв на вас. Также не забудьте подписываться к нам в соцсетях, это ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Одноклассниках. Можете писать к нам в WhatsApp и там в других соцсетях, так что мы на связи. Не забудьте, если тебе понравилось видео, подписаться к нам на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем пока! Пока! Баба. Скажи пока! Баба.